8 июня в кинотеатре «Люксор» состоялся предпоказ режиссерской версии документального фильма «Кольца мира». В России фильм выйдет в прокат только 16 июня, поэтому сочинцам повезло увидеть этот невероятный во всех смыслах фильм первыми. Лента появится в 40 городах страны на экранах главных федеральных каналов, а также независимых кинотеатров. По словам режиссера фильма и главного документалиста нашей страны Сергея Мирошниченко, это авторское откровение – кино для истории. Ведь была проделана огромная тайная работа от первой до последнего всполоха олимпийского огня в Сочи. Новая работа Сергея Мирошниченко уже стала частью официальной фильмотеки Международного олимпийского комитета. Режиссеру и его команде при помощи уникальной оптики удалось снять невероятные и технически сложные кадры. Когда я столкнулся со звездами спорта, это люди мыслящие, они во многом определяют целое направление жизни всей планеты. Они думают о самых главных проблемах, которые стоят перед нашим перед миром. Это люди, те, которые участвуют в Олимпиаде, те, которые настоящие, я говорю, большие звезды, они правда продвигают все человечество к хорошему, к доброму. Это их, наверное, миссия. Мы собирали 18 человек по всей стране. Это было очень тяжело. Звукоператоров собирали. А вы знаете, они снимали, когда у них надо же снимать скорость, бешеная скорость, бешеная пуля летит, а надо снять, я им давал задание, снимать глаза. Бежит там конькобежец, он за 3 шага пробегает всю прямую, а надо в фокусе его держать. Вы знаете, их операторов в конце смены тошнило, они как космонавты были. На пресс-конференцию также был приглашен почетный гражданин Сочи, двукратный олимпийский чемпион, российский бобслист Алексей Воевода. Я посмотрел несколько кадров сегодняшнего, фильма, и вы знаете, у меня мое спортивное возбуждение, оно меня снова охватило. Вы понимаете, этот фильм способен вернуть тот вектор мысли, который был у всех, кто присутствовал на Олимпийских играх, не только спортсмен. Это очень здорово. Это заново это пережить, это дорогого стоит. Участники пресс-конференции также обсудили ситуацию, связанную с допинговыми скандалами среди российских спортсменов. Очень хорошо Олимпиада в Сочи подняла патриотический дух. В принципе, мы все на волне сейчас еще находимся. Но эти постоянные клевания Запада, допинговые, недопинговые, какие-то мельдони, не мельдони, какие-то санкции, не санкции, на фоне экономического кризиса, вся совокупность факторов говорит о том, что как-то, у человека внутреннее состояние стало какое-то неуютное, да? Мы вышли, из зоны уюта и этого флера, да, именно патриотического, снова вернуть надо, возрождать надо, действительно. Но это то, чего, добивается Запад. Всячески дискредитировать, в принципе, все самое чистое и светлое, соответственно, и не позволить нашей стране участвовать в Олимпиаде в Рио. После пресс-конференции в кинотеатре «Люксор» прошла традиционная торжественная закладка отпечатков рук с автографами почетных гостей вечера. Гостья мероприятия, актриса театра и кино Галина Бакушевская поделилась своими впечатлениями о фильме и режиссере. Ставлю 5 с плюсом. Все его фильмы, проекты, они гораздо иногда сильнее по воздействию, чем художественные фильмы. Это уровень. Сергей Мирошниченко – это наш уровень документалистики. Всегда с удовольствием смотрю все соревнования. Я смотрела, не отрываясь. Я была с телевизором, с Димой с Дюжевым во время репетиции, бежали к телевизору и смотрели Олимпиаду. Потом он не выдержал, взял билеты, жену, и они улетели. А я поехала, уже попозже погулять в Сочи, посмотреть, где это все происходило. Такой накал страстей. Человек максимально себя проявляет как личность, что включаются какие-то механизмы, о которых он даже не подозревает. Да, он же, это какая-то фантастика. Я уверена, что это будет фильм пользоваться большой популярностью у людей. Он нужен, и потом нам есть чем гордиться. В тот день я покорил свою вершину.